С 1 января 2019 года в рамках судебно-правовой реформы в Кыргызской Республике вступает в действие единый реестр преступлений и проступков, электронная база данных, в которую вносятся сведения о начале досудебного производства, процессуальных действиях, движении уголовного дела или дела о проступках, заявителях и участников уголовного судопроизводства. При обращении граждан сотрудники правоохранительных органов обязаны принять и зарегистрировать сообщение о любом совершенном или готовящемся преступлении или проступке. Отказ от регистрации даже под видом территориальной или подведомственной непринадлежности влечет за собой наказание согласно статье 357 УК КР. Реестр объединяет 7 государственных ведомств. Функция автоматического фиксирования даты внесения информации и присвоения номера каждой записи реализована для отслеживания дел. Каждому делу присваивается уникальный номер с QR-кодом. С помощью уникального QR-кода заявитель сможет в режиме реального времени проследить статус своего заявления. Достаточно отсканировать QR-код на талоне с помощью мобильного устройства. ЕРПП позволит улучшить оперативность расследования, сократит финансовые затраты, а также повысит качество расследования. Реестр минимизирует коррупционные риски и риски фальсификации материалов, обеспечит доступ к материалам уголовного дела в онлайн-режиме и установит прозрачные отношения между гражданами и правоохранительными органами. Как работает единый реестр преступлений и проступков? Заявление о проступке или преступлении в обязательном порядке регистрируется в реестре, где ему автоматически присваивается порядковый номер. Например, представитель правоохранительного органа, выяснив у сообщающего все нюансы сообщения в целях оперативности, подключает мобильный батальон милиции или направляет незамедлительно зарегистрированный инцидент в соответствующее территориальное РОВД уполномоченному должностному лицу, которое в течение 24 часов принимает решение о начале досудебного производства или списании в номенклатурное дело. Заявителю при обращении выдается талон с уникальным QR-кодом. QR-код соответствует порядковому номеру заявления, что позволяет исключить возможность утери заявления. Кроме того, заявитель в режиме реального времени в любой момент сможет проверить статус своего обращения. Отсканировав QR-код с помощью мобильного устройства, заявитель получит последнюю информацию о своем обращении в онлайн-режиме.